участники круглого стола. Ну, с вашего позволения, давайте начнем работу. Да? 4 уже есть. Общественная палата Республики Саха-Якутия в августе прошлого года еще в одной из первых включилась в организацию информирования населения о техногенной аварии, которая прошло в прошлом году на реке Ирелаш. За год прошедший, с момента аварии, Общественная палата Республики Саха-Якутия совместно с Общественным национальным фронтом и Общественным экологическим советом при Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия было проведено 6 публичных мероприятий, таких как круглые столы, общественное слушание и пресс-конференции. Сегодня мы проводим круглый стол на тему «Год после аварии на Вилюе. Что сделано, что предстоит». На круглый стол были приглашены представители надзорных и контролирующих органов, таких как Ростехнадзор, Росприроднадзор, Природная прокуратура и другие. Также органы исполнительной власти Республики Саха-Якутия, общественные организации и, конечно, муниципальное образование Вилюйской группы районов, народные депутаты и руководство АК «Алроса». Как видим, некоторые органы исполнительной власти сегодня не направились на публичные мероприятия своих представителей, но сегодня еще посмотрим, будем работать с ними. Участникам круглого стола предлагается следующий порядок работы. Первое – это подведение итогов работы общественников по защите Вилюйского бассейна, рек Вилюйского бассейна, пострадавших техногенной экологической аварии. Второй вопрос – отчет органов исполнительной власти и контролирующих органов по экологическому оздоровлению рек Вилюй, Ирелях, Малая Ботовья и исполнение указа главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия. И третий вопрос об информации о проблемах снабжения населения питьевой водой и водой для хозяйственных нужд. Предлагается следующий регламент на выступление. Дается по 10 минут, до 10 минут на выступление. Вопросы-ответы предлагаем задавать после всех выступлений, регламент до 3 минут. Для ведения круглого стола модераторами определены Барамыгин Николай Андреевич, это председатель комиссии Общественной палаты по экономическому развитию, экологии, строительству и ЖКХ. Жваковский Александр Витальевич, председатель регионального отделения Гражданского комитета России по Якутии. В Якутии. Передаю слово Александру Витальевичу. Пожалуйста, Александр Витальевич, начните. Уважаемые друзья, прошел 1 год после того, как в бассейне реки Вилюй произошла крупнейшая за всю историю техногенная экологическая авария. И мы хотим на сегодняшнем заседании подвести кое-какие итоги того, что произошло. Вот. И итоги наши в результате вот этих всех событий результатом поступило то, что люди действительно сплотились. Очень много подписей было собрано и под обращением к президенту России. И, вообще всю работу немножко расскажет Николай Андреевич. Слово Барамыгину Николай Андреевич, пожалуйста. Так, я, наверное, стою, да? Добрый день, здравствуйте, у нас есть презентация. Там на телевизоре, к сожалению, только тот телевизор работает. Вот, но здесь, посмотрите, справка гидрометслужбы на 17 августа 2018 года показывает, что всего было осадков 45 миллиметров, что не является чрезвычайной ситуацией. Дальше. Вот, и Министерство экологии республики этот момент доказало, чрезвычайную ситуацию не объявляли, это было обычное явление, сильный дождь. Следующий. Это вот схема, какие дамбы находятся на реке Ирелях. Следующий. Вот здесь общий план, да, наши общественники из интернета обычными открытой материалах Google Maps
сверяли положение гидротехнических сооружений и оборудования АК «Алроса». Следующий. Ну, здесь также была такая идея, что вот озеро безымянное, которое незаконное, недокументированное, было создано для полива дач города Мирного. И всего лишь это длина 800 метров, ширина 190. И Министерство экологии республики доказало, что данный объем воды не может быть причиной такого крупного аварийного события. Вот здесь место размыва дамбы, вот на этом рукотворном озере. Следующий. Вот здесь указана драга, да, желтой точкой, где она находилась в 2018 году 26 мая. Вот, и наши эксперты, биологи, экологи убедительно доказывают, что переход драги это была основная причина аварии. Так, следующий. Вот здесь вот видите, синим цветом эта же драга указана, красным это вот на момент аварии, где она находилась. Да? То есть, видите, она постоянно двигается, то есть она моет грунт и передвигается по водному пространству. Так, пожалуйста. Вот, и на 29 августа видите, вот где она находится. Так, следующий. Ну, здесь Министерство экологии доказало, это данные Общественного экологического совета при Министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства республики, что переход драги стал основной причиной аварии. Вот 19 августа как раз в день аварии дамба переходила дамбу. То есть драга переходила дамбу. Угу. Вот следующий. Вот видите, то есть в 2018 году в мае, да, какая была ситуация и какая после аварии. Так, следующий. Вот прорыв первой дамбы и прорывается в реку Ирилях. Так, следующий. Вот, а 28-го уже как бы закрыта она. Так, следующий. И в 2018 году это 7-я дамба, ограждающая, да, реку Ирилях. И в 2017 году тоже, вот видите, уже видно, что дамба находится в плохом техническом состоянии. Есть небольшой прорыв. Следующий. Вот. И на совещании 12 ноября общественники убедительно доказали, что этот самый передвижение драги стало, да, потому что Алроса обращалась в мае с разрешением на перемещение, получила отказ, и 17 августа тоже повторно обратилась. Так, следующий. Вот. Ну и также срок согласования Ленского территориального управления Федерального агентства по рыболовству, которое закончилось, да, на продление пришел отказ. Вот, так, следующий. Вот, и также и контролирующие органы признали, что дамба переходила с места на место без разрешения. Вот, и здесь получается таким образом, что из-за драги 201 вот эта авария произошла. И было подтверждено Андросовым Иннокентием Михайловичем на круглом столе Общественной палаты Общенародного фронта вот 12 ноября 2018 года. Так, следующий. Вот, но здесь надо признать, что Общественный экологический совет при Министерстве экологии, Общероссийский народный фронт и Общественная палата практически одновременно стали заниматься проблемой загрязнения Белийского бассейна. Вот, 27 августа было заседание Общественного экологического совета, 28 августа прошло уже совместное заседание Общественной палаты, ОНФ и Общественного экологического совета. Вот, ну и
благодаря воздействию общественности контролирующие и надзорные органы усилили свою работу по расследованию данной аварии. Так, следующее. Вот, и также в начале общественность, к сожалению, не доверяла официальным данным по чистоте воды, и поэтому Владислав Коротов и Алексей Басылаев провели автопробег в сентябре 2018 года по Вилюйскому лусам и в Мирный, посетили место аварии при содействии АК «Алроса» и лично посмотрели всю ситуацию. Также общественность брала анализы воды, отправляла в центральные лаборатории, чтобы проверить официальные данные. 12 ноября было принято письмо в адрес президента России Владимира Владимировича Путина. Ну и также представители общественников выступили на парламентских слушаниях 27 ноября прошлого года. Вот. Но что знает общественность? Ну, как вы видите, что мы все понимаем, что АК «Алроса» виновата. Да? Вот. Ну и понятно, что «Алроса», защищая себя, судится и пытается выиграть административные дела, которые на них заведены. Вот. Ну и начала искать подрядчиков по многим вопросам, которые раньше не решались. Это очистка технической воды, работа с водохранилищами. Так, следующий. Вот, и год прошел, и поэтому мы собрались сегодня, чтобы обсудить вопросы, которые ставит общественность. Это что сделано в деталях, да, контролирующим органам. Что надо сделать еще и властям, и общественникам. И что надо делать в масштабах республики в целом, учитывая горький опыт аварии и в других местах. Потому что после аварии на Вилюе, как вы знаете, сейчас очень острая ситуация в Южной Якутии. Река Чульман неоднократно загрязнялась. Компания «Колмар» подписала соглашение с Министерством экологии, согласилась построить очистные сооружения и так далее на сумму 600 миллионов рублей. Вот. И в Алданском улусе прошлое лето было несколько случаев загрязнения рек золотодобывающими предприятиями. Поэтому ситуация становится достаточно сложной в связи с активным промышленным освоением республики. Угрозы экологии республики растут. Ну все, спасибо за внимание. Я хотел бы поблагодарить лично Николая Андреевича за поддержку и неравнодушное отношение к той ситуации, которая у нас произошла, и Общественную палату Республики Саха-Якутия, которая показала, что действительно есть у нас общественность, есть люди, которые могут поднять людей, сделать народное мнение. И мы сегодня для этого и собрались, чтобы подвести некоторые итоги. И я хотел бы дать слово тоже общественнику, журналисту Владиславу Петровичу Коротову. Пожалуйста, Владислав. Добрый день. Не хотелось бы придерживаться все время критикующей или обвиняющей позиции по отношению к этой аварии. Но тем не менее у нас складывается далеко не безрадостная картина, потому что те положения, которые были закреплены в указе главы республики, первом экологическом указе, эти положения не выполняются или выполняются крайне медленно. В том числе и республиканскими властями, и компанией «Алроса», которая должна была понести основную нагрузку в исполнении реализации этого указа. В частности, например, обследование, медицинское обследование, которое было запланировано, оно так и не начато, до сих пор нет финансирования, соответственно, нет и оздоровления населения, которое пострадало не только в результате прошлогодней аварии, уже более 60 лет население Вилюйского региона, население тех поселков, которые живут в бассейне реки Вилюй, они страдают прежде всего от загрязнения
водохранилища, Вилюйское водохранилище при строительстве ГЭС. И начиная с 60-х годов постоянно вот компания и до этого Трешья Куталмас, они загрязняли реку. Об этом есть очень много свидетельств. Очень много усилий было предпринято, чтобы такая практика приостановилась, но до сих пор вот компания применяет устаревшие технологии. То, что вот, например, техническая вода, используемая в процессе добычи алмазов, их обогащения, она сохраняется в этих хвостохранилищах. Потом неизвестно, как она утилизируется, как она очищается, как она возвращается или в природную среду, или куда ее девают. Это до сих пор народу не ясно. Там огромное количество воды в этих хвостохранилищах. Вот поэтому мы в течение года проводили мониторинг социальных сетей, беседовали с населением, как вот Алексей Борисович сказал, мы выступали проводниками проведения информации от контролирующих органов, от компании «Алроса», от республиканских властей, потому что население не верит, к сожалению, нашей власти. Поэтому общественникам приходилось выступать в роли буфера, чтобы довести ту правдивую информацию, которая поступает и от Министерства экологии, от контролирующих органов, и все-таки разъяснять населению, что и как. Мы, вот Александр Виталий сказал, что 12 ноября было проведено большое совещание с участием контролирующих органов, на котором было принято обращение к президенту России. Очень долго шел по разным объективным и субъективным причинам, очень долго шел сбор подписей, но тем не менее мы в июне отправили письмо президенту, в котором было собрано более 11,5 тысяч подписей. Это, к сожалению, не очень большое число. До этого, сразу после аварии, один активист, эколог Аял Сильверсан, который проживает в Москве и постоянно помогает нам, общественникам, он инициировал подписание петиции на сайте Change.org, да, которые подписали тоже более 6 тысяч человек. Таким образом, хотя и не в полном масштабе, но все-таки население у нас принимает участие. И в ходе вот целой годовой работы, собеседования с населением у нас выясняется, что очистные сооружения во многих населенных пунктах так и не работают в полную силу. Особенно это касается в первую очередь населенных пунктов, которые первыми принимают на себя удар от промышленного загрязнения. Это в частности поселок Щурдюкар, который находится в Мининском районе. До июня месяца там очистное сооружение так и не было видно. Вроде бы компания поставила станцию, но там не хватает каких-то мелких частей, неопределенных. Но кто будет обеспечивать работу этой станции? Даже вилючане, вот, например, Шунтарский УВОЗ, водоочистное сооружение тоже было запущено, но опять-таки из-за таких мелких нерешенных вопросов, как оплата электроэнергии и так далее, вот эта станция в полную силу не работает. И в конце концов, вот после заявления от населения становится ясно, что вот, например, механические станции механической очистки воды, они в полной мере не могут решить проблему. Потому что станции подобного рода, они могут очистить только, как говорится, грязь, первичные такие взвешенные вещества, которые размываются рекой в ходе, например, паводка и так далее, да? А вот другие, самые вредные для человеческого организма вещества, как тяжелые металлы, возможно, радионуклиды и так далее, они
такие подобные станции не могут очистить. Возможно, как в какой-то степени проблему могло бы решить строительство станций биологической очистки воды, которые более эффективны, но подобного пока нету. И таким образом вот два краеугольных камня, которые должны были решиться в ходе реализации указа, это обеспечение населения чистой питьевой водой и обследование, практически полное обследование жителей Вилюйского региона и последующее их оздоровление. Вот эти два основных пункта, они так и не решены. Год прошел, очень много вроде бы проводится совещаний, очень много принимается решений, но тем не менее вот и поныне так. Сейчас особенно остро стал в последнее время вопрос реки Марха, которая загрязняется и от последствий деятельности вот Наквинского горнообогатительного комбината, да, или Юрбинского ГОКа на Наквинском месторождении, и от еще полностью неочищенных вот мест проведения подземных ядерных взрывов. Вот поэтому население страдает, население очень обеспокоено, социальные сети кипят, и в это минувшее воскресенье мы, общественники, вот инициировали и провели экологический воскресник, память о годовщине, да, и население вот сейчас вносит инициативу, чтобы 19 августа объявить днем защиты рек Республики Саха. Не только реки Вилюй. Мы знаем, что очень много северных рек подвергается вот вредному воздействию промышленности. На юге Якутии, в западной Якутии очень много проблем. Поэтому мы предлагаем вот объявить 19 августа днем защиты рек и принять все-таки какие-то более решительные и эффективные меры. Спасибо. Если будут вопросы. Да, я предлагаю включить в протокол предложение Александра Петровича о том, чтобы объявить 19 августа днем защиты рек Якутии. Тем более это в WhatsApp и так далее, такое предложение было. Мы вообще предлагали сперва 18-го, а потом уточнили, оказывается, авария произошла 19-го, 16:45. Вот. Поэтому нам надо работать все вместе, потому что вот Николай Андреевич правильно заметил, что действительно у нас республика слишком богатая полезными ископаемыми. Найдено очень много месторождений нефти и других полезных ископаемых. А про нефть я скажу, что для экологии на самом деле самое опасное это нефть. Теперь по экспедиции мы, по научной экспедиции тоже много очень вопросов. Когда мы перейдем ко второму вопросу, да? Наверное, перейдем ко второму вопросу, да? Пожалуйста, компания «Алроса», представитель подошел, да? Нету, да? Ну тогда мы предлагаем дать слово представителю природоохранной прокуратуры и прокурора природоохранной прокуратуры Республики Саха-Якутия Степанов Савва Николаевич. К сожалению, Савва Николаевич не смог подойти. Он сейчас помощник Якутского природоохранного прокурора Вадюхин Данил Геннадьевич органами государственного экологического надзора проведена действительно большая работа по происшедшей аварии. Видим действительно, что со стороны компании имеется противодействие, они пытаются защитить свой интерес и обжалуют все административные дела, которые были возбуждены в отношении них по статьям 7.6 КоАП Российской Федерации, да, это в части, что касается использования водного объекта с нарушением условий использования, части 4 статьи 8.13
КоАП РФ нарушение требований к охране водных объектов, которое может повлечь их загрязнение. Ну, в настоящий момент, вот, что хотелось бы отметить, здесь работу именно Министерства экологии, что в настоящий момент по этим двум административным делам, да, которые могут лечь в дальнейшем в основу исковых заявлений о взыскании ущерба, по этим двум делам позицию они отстояли, и в настоящий момент компания признана виновной в нарушении требований к охране водных объектов. Кроме того, Ленским территориальным управлением Росрыболовства в настоящее время компании было обжаловано их постановление по статье 8.33 «Нарушение правил миграции водных биологических ресурсов». И в настоящее время, вот 22 августа, назначено рассмотрение в Верховном суде уже жалобы Ленского территориального управления Росрыболовства на постановление о прекращении производства по этому административному делу. То есть в настоящий момент пока итоговая точка не поставлена. Кроме того, здесь хотелось бы отметить, что Мирнинским межрайонным следственным отделом Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации возбуждено и расследуется уголовное дело по указанному факту, и по его результатам будет она уже уголовно-правовая оценка действиям или бездействию компании. В целом все. Спасибо. Ага. Я бы хотел поблагодарить природоохранную прокуратуру за принципиальность, потому что Следственный комитет на самом деле прекратил вот это уголовное дело, и по представлению природоохранной прокуратуры оно заново возобновлено, и уже будет решаться вопрос уже материальной ответственности виновника. Спасибо. Вопросы есть к природоохранной прокуратуре? Спасибо. Ага. Слово дается представителю уже республиканского контрольного органа, руководителю департамента экологической безопасности и правовой экспертизы Минэкологии, природопользования лесного хозяйства республики Степану Юрию Николаевичу. Пожалуйста, Юрий Николаевич. Можно? Даниил Геннадьевич полностью рассказал. С нашей стороны сейчас есть судебное разбирательство. Я думаю, что последнее судебное разбирательство, которое у нас прошло 14 августа, и по поводу исковых действительно мы после этого постановления, у нас рассчитан ущерб на 33 рубля в этом году, согласно декларации Минприроды России, 35 у нас уже есть суммы. Суммы у нас сегодня они уже готовы, изданные письма, просто ожидаем судебной суммы нашей силы, и доказали вину вопросы, после этого уже будет. Ну, я бы хотел тоже поблагодарить Министерство экологии за принципиальную позицию. И я прошу вас поблагодарить, как говорится, вашими юриста Министерства экологии, который вот непосредственно судится, вот сидит рядом с ней, вот, как бы наш тоже герой, можно сказать, защищает интересы граждан, простых граждан наших. Вот. Николаев Михаил Робертович. Давайте еще раз похлопаем. Вот. Так, Росприроднадзор, пожалуйста. Есть, нет? Да, есть. Пожалуйста. Ага. Ну, вот тут уже правильно сказали, вот, добавить нечего. Наговицын Александр Семенович, да? Нет, Евгений Александрович, По-моему, хорошо. начальник правового отдела. Ну, тут вот уже все осветили, как бы, да? Данил Геннадьевич рассказал, и с Минэкологии рассказать. Единственное, я отмечу, что мы тоже как бы сразу подключились, да, и составили, значит, 9 протоколов и 9 постановлений вынесли о наложении штрафов на
Аларусы на юридическое, на должностное лицо виновное. Да? Но у нас, к сожалению, все суды отменили, и сейчас идет дальнейшие как бы суды. Да? Нам указали, что поскольку у нас страна называется Российская Федерация, да, то федеральный орган занимается, значит, одними объектами, а эти объекты все республиканского значения, как бы река Иля, Малая Литовия, да, сказали, что вот это не туда мы полезли. Но мы все равно в судах сейчас продолжаем эти штрафы, пока, к сожалению, так работа идет. Ну, насколько мы знаем, природоохранная прокуратура и Минэкология тоже судятся, да, и по Минэкологии сказать, она отвечает за малые реки, и там они ущерб 4 с лишним миллиарда насчитали, и там 100 с чем-то миллионов, по-моему, да? Вот. А насколько я знаю, Росприроднадзор свои претензии по реке Вилюя, это федеральная река, снял, а по реке Лена, на самом деле, она тоже была загрязнена, не предъявил. Вы можете объяснить, пожалуйста, эту ситуацию? Вот я поэтому и хочу повторить, да, то, что нам тут материалы, которые представили, они у вас есть, все наши постановления, они отменили. Да? И тут была такова, что сначала пусть разберутся, значит, с первоисточником, да, вот переляхом, да, и только потом возьмут. То есть, если по Иреляху они накажут, то вы тоже по Вилюе тоже возможно такое? Да, работа ведется, там все это продолжится. А то люди услышали, что у вас федеральный надзорный орган отменил решение вашего республиканского, там, по-моему, 22 миллиарда насчитали, да? У нас ничего не отменили, у нас все, значит, на контроле, все рабочее. 9 постановлений, еще раз повторю, мы вынесли. Ну, у нас суды так считают, что, как вы сказали, это республиканская. Вот, первая. Ну, то есть к судам вы пока отношения-то не имеете? Пока нет, так. Ну, так Пока вы по же штрафам. рассказываете, что вы судитесь там. Нет, мы по штрафам, мы 9 уже. Понятно. Ну, мы знаем ситуацию по российскому природнадзору, там тоже кое-какие пертурбации есть. Мы отправили обращение к президенту Российской Федерации, и там они отписали, в том числе и ваше федеральное, как бы, и надеемся, что будут телодвижения в защиту интересов экологии, жителей нашей республики. Спасибо. Ага. Пожалуйста, слово руководителю Ростехнадзора Тишину Евгению Викторовичу. Есть тут Ростехнадзор? Не подошли, да? Видите, люди как относятся. Хотя по Ростехнадзору у меня вопрос такой. Когда мы тут собирались с контролирующими органами, они сообщили, что написали предписание до февраля 2019 года компании «Алроса» поставить на учет вот эти гидротехнические сооружения, то есть дамбы, которые якобы были 4-й категории сложности. Я хотел задать именно вот этот вопрос, и, как видите, он завис и уже характеризует тех, кто сюда не подошел. Кстати, по третьему вопросу у нас по питьевой воде будет же вопрос, да, и тут очень весомо было бы, конечно, мнение Роспотребнадзора, потому что у нас, когда мы собирались в этом кабинете с контролирующими органами, была тут интересная полемика по воде, потому что в районах воду берут с глубины, как бы водовозка, да, а анализы берутся сверху. А как вы знаете, тяжелый металл, они все внизу. Вот. И по результатам Роспотребнадзор все-таки в конце концов сказал, что пить воду нельзя. Вот. Так, теперь я хотел бы слово дать нашему, как говорится, одному из контролирующих органов. Это Ленское территориальное управление Росрыболовства. Вот они единственные, когда отчитывались федеральные контрольные органы, четко доложили, что сделали и над курсом. Пожалуйста. Добрый день. Ну, у меня информация уже, скажем так, уже озвучена. Судим-то со взрослым переменным успехом, дошли до Верховного суда. И, скажем так, иск еще не предъявлялся, хотя в этом мы посчитали. Иск будет предъявлять после принятия окончательного решения. Пока судимся. Больше добавить нечего. Спасибо, спасибо.
Леня, у меня вопрос. Ага. Вот была информация о том, что с участием главы республики будет запуск мальков осетра в реку Вильвы. Да. И Это- Да, 29-го. Ну, 29-го, 30 августа планируется. Это значит, что вода реки настолько чистая, что можно запускать туда ценные породы рыбы, или это заведомо Нет, на ну, гибель Нет, я выпускается. мы все знаем, что рыба там жила и пока живет, да? Это осетр, который молоть осетра получена в фенской популяции. Они создали свое маточное стадо, Чернышевский рыболовный завод. И часть будет выпущена за счет республики, а часть за счет ущерба, нанесенного по судьбе. Куда именно, где? Под Светинской ГЭС, то есть ниже устья Потуги, и в реке, вернее, в районе, на границе Югистого и Верхнеустного района Харада-Харада. Ну, планируется пока так. Не в речке, да? Но между тем, вот по ПДК, по рыбохозяйственной деятельности, оно значительно более жесткое, чем, Да, например, жестче, чем, скажем нормативы так, для людей, потребления да. людьми. Да. Это значит, что река абсолютно чистая. Ну, не Воду абсолютно можно чистая. пить безболезненно. Не абсолютно чистая, но все равно в пределах нормы. Значит, люди могут пить? Насчет людей я не могу ничего. Ну, если рыбу можно запускать, значит, и людям без ущерба для здоровья можно пить. Ну, этот вопрос я бы переадресовал Минэкологии, они заведут постоянно его. И согласно их отчетам, в пределах нормы. Ну, мы когда будем обсуждать, это когда уже третий вопрос будет, это как раз по воде. Спасибо большое. Ага. Есть вопросы еще? Нету, да? Ленская бассейна есть управление? Не подошли, да? Ну вот по контролирующим органам вроде бы мы закончили. И тогда мы можем переходить к третьему вопросу. Это информация о проблемах снабжения населения питьевой водой и водой для хозяйственных нужд. Слово Чан Михаилу Валентину Хансиковичу, пожалуйста, Министерство ЖКХ. Должность ваша как там? Добрый день, уважаемые участники круглого стола Общественной палаты, руководитель департамента коммунального комплекса, энергоэффективности и административной работы Министерства ЖКХ и энергетики. Так, ну, в рамках произошедших событий в 2018 году Министерством ЖКХ в соответствии с поручением, с указом главы республики об экологическом благополучии Республики Саха-Якутия была разработана программа развития системы водоснабжения Вилюйской группы районов на период 19-24 год. Программа разработана в целях обеспечения качественной питьевой водой населения населенных пунктов Вилюйской группы районов, загрязнение водных объектов, бассейнов рек и релях Малая Ботовая Вилюй показала недостаточную эффективность существующих либо отсутствие очистных сооружений в данных районах, выявила необходимость определения альтернативных источников водоснабжения. В ходе разработки программы рассмотрены различные варианты водоснабжения и определены альтернативные источники водоснабжения. Это скважины, озера и реки. Так, основными мероприятиями по реализации программы являются строительство, установка модульных очистных сооружений, приобретение водовозной техники, увеличение производительности водозаборных скважин, строительство скважинных водозаборов и инженерных сетей. Необходимо отметить, что программа формировалась при непосредственном участии органов местного самоуправления, то есть с периода конец 2018 года до апреля месяца были проведены различные совещания с муниципальными образованиями, были проведены работы по технологии очистных сооружений, были привлечены научный состав нашей республики, это представители Академии наук Республики Саха-Якутия, это представители СФУ, это технический совет Министерства ЖКХ. И на текущий момент руководством республики было принято решение, что в текущем году мы
должны поставить 14 модульных очистных сооружений в Вилюйской группе района мощностью от 20 до 100 кубов в сутки. Необходимо отметить также то, что данная технология полностью автоматизирована, то есть удаленно можно мониторить ситуацию с наличием воды, с наличием реагентов и так далее. Первая станция была введена в эту субботу в селе Харо. Остальные 13 станций планируются 3 в Верхневилюйском районе, 1 в Вилюйском районе, в Нюрбинском районе 1, в Сунтарском 7 и в Мирнинском, в Сильдюкар 1. Также в рамках реализации программы на сегодняшний день заключены контракты по приобретению 10 единиц спецтехники. Это 5 единиц марки КАМАЗ, 5 единиц марки ГАЗ. Техника будет поставлена в период до 20 сентября текущего года. Также на текущую дату проведены конкурс на определение проведения работ по разработке скважин в 7 населенных пунктах Сунтарского района. Это первый этап в текущем году. Дополнительно в настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на более крупные объекты, скажем так, да, в районных центрах в последующие годы. Если отметить ситуацию на текущую дату, в рамках реализации этих мероприятий в текущем году мы предполагаем, что охват населения, обеспеченного качественной питьевой водой, составит порядка 12 тысяч человек в Вилюйской группе района. Вторым этапом мы по итогам разработки проектно-сметной документации, уточнения сумм, проведения экспертиз будем проводить работу по реконструкции и строительству водоочистных сооружений в районных центрах. 5 районах, включенных в Вилюйскую группу. Программу развития водоснабжения Вилюйской группы. Эта программа утверждена или нет? Программа утверждена 5 апреля текущего года за номером 365-Р распоряжением правительства Республики Саха-Якутия. На этот год сколько денег рассмотрено? 215 миллионов рублей. Откуда это деньги? 150 миллионов это источники Алроса. 115. 150. Остальное это небюджетные источники и средства муниципальных образований. Это на сколько лет программа? Программа до 24 года. До 24 года включительно. Общая стоимость программы предварительно, я еще раз повторюсь, что программа будет актуализироваться по итогам разработки проектной документации и прохождения экспертизы. Ориентировочная сумма на сегодняшний день по программе на весь период более 2 миллиардов рублей. Сколько там населенных пунктов хватает? 26 населенных пунктов. Все улицы, да? Вилюйские. Так, давайте по районам. Ага. Вилюйский, Верхневилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, Мирнинский район и Жиганский район. 6 районов. У меня вопрос вот по Сильдюкару. Тут как раз у нас представители есть. Какие меры принимают, потому что, насколько я знаю, там из реки воду пить-то достаточно опасно, а очистные сооружения не очень работают хорошо. На сегодняшний день, в частности по Сильдюкару, там установили очистное сооружение, это компания Алроса, временно, на 100 кубов, насколько я знаю. Но, еще раз повторюсь, в рамках программы запланировано, что мы там поставим отдельное очистное сооружение мощностью 20 кубов Это в сутки. какой год? В текущем году. До 15 ноября текущего года все объекты по 14 населенным пунктам мы должны ввести в эксплуатацию. То есть эта вода будет очищаться, вода из реки, да? Так, тут получается по некоторым населенным пунктам это будет скважины, где-то поверхностные воды. Но еще раз отметим, то, что станции мы приобретаем без авансирования. То есть выполнение работ и оплата будет производиться по итогам выполненных работ и подтверждение соответствующим заключением Роспотребнадзора. А кто будет эксплуатировать эти станции, расходные материалы? По и так далее? 14 населенным пунктам, получается, у нас присутствует, то есть из 14 10 населенных пунктов охватывает групп ЖКХ.
Поэтому было принято решение, то, что ГУП ЖКХ как ресурсоснабжающая организация будет эксплуатирующей организацией. А по другим 4, где отсутствует ГУП ЖКХ, будут муниципальные образования обслуживать с привлечением обслуживающих организаций, которые имеются в населенном пункте. Я так понял, тогда население сами оплачивает, да? По платежам, ну, тут необходимо отметить, то, что на сегодняшний день отпуск воды не производится, поскольку мы сначала должны получить положительную экспертизу Роспотребнадзора. Себестоимость одного куба составляет 5 рублей, то есть это заявленная стоимость тех заданий, да? Ну и там будут рассчитываться в ходе эксплуатации, то есть это подвозная вода и так далее, будет рассчитываться в каждом населенном пункте именно окончательная стоимость. У меня вопрос тоже. Я участвовал в работе комиссии, которая принимала программу, да? Там вообще-то было принято решение о том, чтобы везде было скважинное водоснабжение. У меня поэтому есть вопросы вот скважины в Вилюйском районе, я даже знаю, кто их делает, да? Вот. А почему Верхневилюйский район, там, насколько я знаю, 2 скважины маломощные, которые и там озерами проблема, там, то есть водоснабжение на самом деле в Верхневилюйском районе достаточно проблемно. И какое его решение там? Нет, я еще раз повторюсь, то, что в текущем году запланирована разработка 7 скважин в Сунтарском районе. А в последующие годы в рамках программы в дальнейшем населенных пунктах также по очередности будут разрабатываться, проводиться работы. Это не только, скажем так, Сунтарский район охвачен этими работами. Ну, в Сунтарском районе, видимо, голова такой более неравнодушный, потому что по Верхневилюйскому району проблема-то действительно большая. Потому что мы когда встречались с Подряднадзором, она зам руководитель, она прямо сказала, что какие-то браки достаточно нехорошо будут. Я уж подождите, вы ответите на вопрос. Почему? Потому что мы принимали решение о том, что будет скважинная везде. А почему там было решение, в конце концов, видимо, вы приняли решение, то, что такие братья Нет, мы же изначально, я повторюсь, программа разработана на период 19-24 годы, разбита по годам, по мероприятиям. То есть в соответствии с программой, какие мероприятия запланированы, мы планомерно идем к реализации. Скважины будут или нет? Будут. И у меня еще вопрос. По очистным сооружениям, тоже, вот, которые вы закупаете, это, по-моему, Новосибирская, да, фирма, которая там же была. Да. Что-то у меня, я смотрел их документы, насколько их очистные сооружения такие, сертифицированы, где-то опробованы, и подходит ли к нашим условиям. Вот этот вопрос, потому что все-таки у нас климат немножко другой, чем Спасибо за вопрос. В принципе, при формировании коммерческих предложений участники процесса, как исходные данные, брали пробы за несколько лет Роспотребнадзора. То есть эти станции уже технология разрабатывалась именно под нашу воду. Поэтому эти все материалы, оборудование, они сертифицированы. Еще раз повторюсь, по выбору технологии мы не сами принимали решение, Министерство ЖКХ, да? Мы привлекали Академию наук в данный процесс, специализированный состав СВУ, где они выдали официальное заключение. И также данную технологию поддержали технический совет Министерства ЖКХ, куда включаются представители ресурсоснабжающих организаций и так далее. Тогда у меня вопрос, когда будут скважины сделаны в Мирнинском районе и Верхневилюйском районе? Вы в курсе? Так, я, к сожалению, материалы могу поднять, после совещания подойти и предметно вам Да, с вами обсудить. Ну, я хотела по этому поводу задать вопрос, почему именно сейчас, допустим, Верхневилюйский район запустили, говорите, да? Или как будем говорить, работать, никто не будет проверять, да? А водочистная система, как вы знаете, что работает от энергетики, которые вот только завезли в конце мая и запустили вот эту водочистную станцию, она не работала. Она все время слетала из-за того, что у нас электроэнергия 180 вольт всего. А в этом Курске Ильдюмер, который ездил в апреле месяце в Сибирь,
специальные есть Представитель И Сальдыкара. тогда это они вот это также огласили, что у нас всего 188. Поэтому сюдим вот этот до летнего периода все у нас все время сбивалось это, да? А сейчас летнее время они отчитываются, что работает, потому что, извините, люди не пользуются электричеством. Это все опять же начнется зимой, начнется же это все сбой. А почему альтернативную воду начинает искать где-то, когда у нас альтернативной воды нет? А вот в Сунтарском, Юргенском везде все равно где-то какая-то альтернативная вода есть. Прошлого года мы говорим, что у нас ничего рядом нет. Все знали, что у нас альтернативная вода, которая из-за дождей наполнялась, рядом не жили. Почему Министерство ЖКХ про это не говорит, когда я в прошлом году работала тесно в ЖКХ? Экспертная комиссия там ездила, да? Было? На месте. Как Вот это? это вопрос Туман ездит целый. В апреле месяце. Ответьте, пожалуйста. Спасибо за вопрос. Что касается существующей станции, данная станция поставлена компанией Алроса. Она поставлена... Да. Они привезли, которые оставили где-то вот эти недропользователи, неиспользованные, ну, использованную привезли. Я это знаю. Не работающая, да? Да, можно я закончу? Да? Эта станция поставлена компанией Алроса, она поставлена временно на период того, что проводились До конкурсные 24-го процедуры. года? Я еще раз повторю. Эту станцию не мы ставили. Эта компания Алроса ее поставила временно. До 15 ноября мы должны реализовать, то есть 14 станций установить, в том числе Сюльдюка. Будет отдельная станция поставлена, будет подрядчик, который проведет анализы, после этого мы будем начинать оплату выполненных работ. Что касается скважин, тут необходимо отметить, что уполномоченный орган по поиску скважин и так далее, да, это является Министерство промышленности. Поэтому мы в взаимодействии с ними, мы не уполномоченный орган в данном направлении, и в плотном взаимодействии с ними отработали по обследованным территориям, где точно вода есть. В дальнейшем планируется, в том числе за счет федеральных денег, за счет средств программы, будет проводиться работа отдельно по поиску вод. А насчет электричества, я же говорю, не выдерживаю. Да, что касается электричества, по этим 14 станциям, которые предусмотрены в текущем году, отдельно собирались на уровне Министерства ЖКХ с ПАО Якутэнерго. По всем станциям установленные мощности, есть гарантия муниципального образования письменного, то есть мощности хватает. Также есть подтверждение ресурсоснабжающей организации Якутэнерго, то что мощности данные есть, и сбоев никаких не будет. Да. И можно после совещания пройти МинЖКХ и все документы могут показать. Можно прямо со мной пройти. Можно со мной пройти после совещания. Спасибо. Ага. Есть Вопросы еще есть? вопросы, пожалуйста. Вот вопрос был. Хотел бы задать по Жиганскому району. Ведь после аварии даже на реке Лени было значительно увеличены ПДК по тяжелым металлам и так далее. И вот что конкретно будет сделано, хотелось бы знать, по Жиганскому району? По Жиганскому району сейчас мы планируем проектирование, то есть после разработки проектно-сметной документации будут реализовываться работы по очистным сооружениям. Поскольку там население больше, скажем так, и там уже необходимо капитальное строение. Вопросы, пожалуйста. А там есть график, да? Да, да. В распоряжении правительства по годам, по муниципальным образованиям, по мероприятиям, все мероприятия. Это 365 Да. Вот вы сказали в начале своего выступления, 12 тысяч человек будем из Сибирской группы Лусов обеспечены чистой водой. Вот 100% обеспечения чистой водой жителей 4 Сибирских Лусов когда планируете? У вас каждая работа должна быть план ставиться. 2019 и 2024, да? Да. Ну 5 лет, пятилетка по советскому временам, да? Вот у вас план есть, вот, обеспечить 100%. Сейчас мои земляки нюрбинцы, да, не обеспечены чистой водой. К сожалению, муниципалитет не работает в этом направлении. Работает, но слабо. Ждут сверху, это, понимаете,
команду обеспечить Маркинский куст, Малакайский куст. Там пьют грязную воду. Мы за полтора месяца отправили, по нашему заявлению, отправили 3 раза экспедицию через Министерство экологии. Навстречу пошли, вот, Министерство экологии, да, 3 раза. Постоянно ПДК, как вот гигантский товарищ говорит, ПДК, взвешенные там, очень много говорит. У нас тоже. И потом, потом Минэкологии, потом этот, я вопрос задам. Вот точно ответ хочу услышать. Да? Программа разработана до 2024 года. И- Туда включены 26 населенных пунктов, которые будут обеспечены качественной питьевой водой. Это 26 населенных пунктов Ну, полностью, да, Нет, или нет? вопрос 100% когда вот планируете обеспечить? Поэтапно до 2024 года. Полностью? Реализация программы. Полностью? Вот и все услышали, да? Нет, За пятилетку Нет, будут... Нет, вы не совсем Сколько правильно должно быть? сформулирован Ага. вопрос. Я хочу как бы спросить, включен ли Маркинский куст, населенные пункты, расположенные на реке Марха, в вашу программу? 26 населенных пунктов. Да, Они не входят. Мне материалы надо Наверное, поднять нет, именно конечно. по населенным пунктам. Ну, вот, Это поэтому тоже, я наверное, предлагаю все-таки в протокол внести о том, чтобы порекомендовать Министерству ЖКХ включить Маркинский куст в эту программу. Да? Верно. Во-первых, да, и во-вторых, предлагаю как бы в первую очередь все-таки по Сердюкару Мирнинского района и по Верхнемирскому району по скважинам на 2020 год предусмотреть финансирование, чтобы все-таки там скважины были и были построены. И как раз вот представители Министерства промышленности есть, мы тоже я ему вопросы задам. Вот есть еще вопросы Министерства? Пожалуйста, пожалуйста. Представитель Архитектурного района, Министерства главных планов, вот представитель, да, общественных хирургий Николаевич, полностью информацию как-то не очень четко сегодня обозначил. В дополнение у нас также муниципальная программа сработана прошлого года. По Махинскому курсу у нас до 2024 года по 4 основным этапам у нас обеспечение чистой водой населения всего Махинского курса будет обеспечено. Совместно информация точно у нас есть. Вот хорошо, что вы выступили, спасибо. Пожалуйста, есть вопросы у Министерства ЖКХ еще? Вот те деньги, да, которые Аброс рассматривал в этом году, они полностью оплатили или нет? Полностью средства лежат в целевом фонде будущих поколений, поскольку мероприятия проводятся с нашими коллегами. Да. Там в год сколько денег они дают? 150 миллионов 150 миллионов. ежегодно на За сегодняшний день. все населенные пункты. За? Весь? Ну, в рамках реализации программы он идет как софинансирование каждый год. Это пока 4 года. Да? Так, у меня тогда вопрос, воспользуюсь тем, что Министерство ЖКХ здесь находится, да, мы тут обсуждали как раз вопрос экологии рек, и представитель Министерства ЖКХ сказал, что на самом деле реки загрязняют, конечно, самый большой загрязнитель это горно-промышленная компания, да, а второй загрязнитель это населенные пункты. Есть ли у вас программа строительства канализационных очистных сооружений, КОСов, да, вообще на реках республики? И планируется ли вообще такое строительство? Потому что одной рукой загрязняя, а второй, как бы, это очень такой вопрос очень острый и нужный, мне кажется. Даже Якутск, нашу Лену тоже загрязняет и все населенные пункты. А я думаю, необходимость такой программы всем очевидна. Пожалуйста. Спасибо за вопрос. Также в соответствии с указом номер 2 об экологическом благополучии, там поручено правительству до 2024 года построить не менее 15 канализационно-очистных сооружений до 2024 года, еще раз повторюсь, за счет средств небюджетных источников. Небюджетные источники подразумевают механизм заключения концессионных соглашений. На сегодняшний день у нас есть действующий механизм привлекать средства из федерального бюджета, то есть из средств фонда реформирования ЖКХ. Основными критериями получения средств и участия в программе является это наличие концессионного соглашения, наличие софинансирования и наличие проектно-сметной документации с положительной экспертизой. На сегодняшний день мы такие мероприятия проводим в Жатае,
в городском округе Ижитай сейчас ведутся перепроектирования, и мы будем стремиться заявляться в целевой фонд будущего, извиняюсь, фонд реформирования ЖКХ Российской Федерации. Ну, это очень хорошо, конечно, но мне очень как бы, это непонятно, что сейчас вот программа экология, есть там раздел чистая вода, и я смотрю по другим регионам, они включают именно строительство космос, данную программу, а от Республики Саха-Якутия, хотя у нас это вопрос очень острый, почему-то там ни одного объекта нет, потому что федеральное финансирование это было бы очень здорово, по идее. Можно я внесу ясность? Да, то, что вы сейчас озвучили программу «Чистая вода» в рамках национального проекта «Экология», туда включаются мероприятия как раз таки по водоочистным сооружениям. Канализационные очистные сооружения в эту программу не включаются в соответствии с методикой Минстроя России утвержденной. Да? И 31 июля текущего года такая программа постановлением правительства утверждена. Региональная программа «Чистая вода» на период до 2024 года также нами утверждена. Первоначальным этапом мы провели конкурсный отбор для включения в эту программу. Заявилось порядка 60 муниципальных образований, попали по факту 57 муниципальных образований. То есть также отдельная программа такая существует, и она уже реализуется. То есть вы по этим по КОСам только государственно-частное партнерство пока рассматриваете? Пока да. Действующий источник, механизм на сегодняшний день только такой. В рамках национального проекта «Экология» по канализационно-очистным сооружениям таких мероприятий не предусмотрено, кроме защиты Байкала, по-моему, да, коллеги, наверное, подправят меня. Но туда, к сожалению, мы не попали, поскольку река Лена, по мнению федерального центра, является, ну, скажем так, более чистой и так далее. Но между тем, совместно с Минэкологией мы стремимся попасть туда в рамках очистки реки Лен. Да, на встрече с Данчиковым, депутатом Государственной Думы, как раз вот этот вопрос рассматривался, и там было предложение включить в эту программу великие сибирские реки, там 3-4 реки сибирские включить, в том числе и Лену, и, соответственно, тут, конечно, нам всем вместе и Министерству ЖКХ, и правительству, и оптимально надо работать, и общественникам. Согласны, более того, совместно с Минэкологией мы проводили такую работу буквально 2 месяца назад, состоялось выездное совещание с представителями Государственной Думы, да, где данный вопрос был поставлен на уровне заместителя председателя правительства Белозерова Дениса Георгиевича. Спасибо. Вопросы есть еще? Пожалуйста. Представьтесь, пожалуйста. Если я правильно вас поняла, из вашего выступления вы озвучили, что прежде чем выбрать установки по очистке воды, да? Технология. Технологии, да, проходили экспертизу, выбранные вами технологии, проходили, получили экспертное заключение в Академии наук и СГУ. Вы могли бы озвучить специалистов, кто дал эти заключения, и на каком основании? Насколько я знаю, ни у Академии наук нашей республики, ни у СВК нет аккредитованных лабораторий и лицензий на выдачу сертификатов соответствия. Нет, тут не сертификаты соответствия шли, мы у них попросили как бы экспертное мнение, поскольку СФУ это были преподаватели, которые проработали долгое время в данной сфере, да, которые изнутри знают эту систему, поэтому мы заручиться поддержкой, не ошибиться с технологией, поэтому привлекли, попросили представить их экспертное мнение по данным технологиям. Ну, я думаю, человек грамотный, вы понимаете, что любая технология и любое экспертное мнение, то есть это у вас были, видимо, как эксперты со стороны, да? Да. Вот. Любой эксперт, он должен подтвердить свою квалификацию, должен иметь определенный сертификат соответствия. То есть, ну, я так понимаю, что вами эксперты не имеют этих сертификатов. На оборудование, еще раз повторюсь, есть сертификаты, но мы дополнительно, чтобы подстраховаться, привлекли экспертное мнение нашего научного состава.
Окончательное решение принятия данных станций будет, еще раз повторюсь, по итогам положительных результатов Роспотребнадзора. Ну, у меня вот как раз... Когда вы уже их установите, прошу прощения, что я Да, я... То есть, когда вы их установите, потом будет окончательное мнение кого вы сказали, Потребнадзора, ну и что вы потом будете демонтировать? Я еще раз поясню, в ходе реализации программы были разработаны пилотные установки, то есть небольшой мощности, которые были проработаны на условиях Вилюйской группы районов, которые получили положительную оценку Роспотребнадзора. Но еще раз повторюсь, что окончательно после установки станции оплата выполненных работ основным документом это будет как раз таки положительное заключение Роспотребнадзора. Это поздно будет уже в самом деле. Я дополню нашего коллегу. Я так понял, что все-таки конкурса на технологии не было. Да? По идее, есть и другие технологии, и, может быть, более эффективные. Да? То есть, по сути, без конкурса получается. Да? Без конкурса я не соглашусь, уважаемые коллеги. Разные технологии были рассмотрены, в том числе так называемые технологии по обратному осмосу, которые в нашем субъекте, да, использовалась в настоящее время. Но тут кто близок, скажем так, с этой темой, наверное, согласятся, что технология по обратному осмосу не так хорошо зарекомендовала себя в Республике Саха-Якутия. Соответственно, тут наши климатические особенности, то, что обратный осмос должна быть вода исходная, это 12 градусов. То есть это постоянная поддержка температурного режима воды. Это 50% выбросов в ходе очищения воды, это надо сбрасывать в наши, скажем так, септики. Да? Мы же знаем, что централизация на сегодняшний день не во всех населенных пунктах имеется. И с учетом всех вот этих плюсов, минусов, опыта наших коллег и так далее, было принято решение, что, еще раз повторюсь, с учетом экспертного мнения, выбрана эта технология. Тут ни одно МинЖКХ сидело и выбирало, скажем так, поставщика и технологию очистных сооружений. Вопрос очень спорный, да, пожалуйста. Много задаю вопросов. Вот, ну хорошо, понятно, с обратным осмосом это технология ясная. А вот практически все водостоки, особенно сегодня поднимался вопрос по Малакаю, по куску, скажем так, Малакаю. Да, ну, там Малакай, по-моему, Паджа и Джархан. Вот там остро стоит вопрос с высоким содержанием, ну не знаю, не буду говорить голословно, сколько там превышений ПДК, чтобы не было такого высокого содержания лития, в частности, в воде. Да. Насколько я знаю, технологии очистки питьевой воды от лития, ну, допустим, я не знаю, по-моему, как вы своими установками эту проблему попробуйте решать. Если у нас не будет положительного заключения, то эти установки подниматься не будет. В тех условиях, то вы люди включили или нет? Потому что вы же можете туда просто не включить, нет, у нас в тех условиях прописано положительное заключение Роспотребнадзора. Нет, по литию есть у Дело вас в том, там? что вы напишите, допустим, ну, железо, марганец, не знаю, там, медь, к примеру, ваши, ну, да, там что-то такое. Эти установки ваши, этой технологии, вы не озвучиваете, это какая технология? Допустим, она очистит, она очистит от, ну, вот этих элементов, да, вот вы прописали, там, к примеру, 5 элементов, а ведь вы просто могли не прописать. Потому что, ну, вот из ваших слов было, я так делаю вывод, что исследования, или вы не основывались на результатах исследований. Исследований тоже ГНЕПКУ проводит достаточно много исследований, в том числе ИМАНХА, да, постоянной поверхности, бассейна Земли. Тот же Институт прикладной экологии Севера уже много лет мониторит. Министерство экологии ЯСН тоже много лет мониторит. И у них есть наверняка рекомендации, и спектр элементов определен, на какой надо обратить внимание. Вот, я очень сомневаюсь, что вы при принятии решения об очистных сооружениях, ну вот об очистке воды, вы, наверное, не руководствуетесь. Мы руководствовались именно многолетними
вопрос еще на НЗКХ, пожалуйста. Хотела спросить, программа за 5 лет на 2 миллиарда. Какую сумму от него берет Алроса? Сколько финансирование? Вносит Алроса. Ну да, вот. Ну, что не внесли, просто это программа, конечно, не полная, Доля Алроса. Спасибо за вопрос. Да, чуть-чуть поправлю вас. Программа рассчитана на 6 лет, 19-24 год. Сумма финансирования 150 миллионов рублей ежегодно, это соответственно 900 миллионов рублей всей потребности программы. А потребность программы составляет более 2 миллиардов рублей. То есть это порядка 45%. Алроса, Да. Вопросы на НЗКХ? У меня вопрос только. Поскольку население страдает от грязной воды, да, оно несет непредвиденные расходы. А вот очищенная вода продается. Вы сказали, что 1 кубометр воды себестоимость 5 рублей. Это примерно 50 бутылей, да? А населению 20-литровая бутыль продается по 150, по 200 рублей. Кто будет возмещать эти расходы? Несправедливее было бы возложить на Алроса обеспечение населения чистой водой до окончания реализации этой программы, до полного обеспечения очистными сооружениями и до того. Я прошу внести вот это предложение в протокол, чтобы все-таки население не несло дополнительные расходы, да еще своим здоровьем за это отвечало. Что касается стоимости очищенной воды, то, что вы сказали, 150 рублей за 20-литровую бутылку, скажем так, да? Я еще раз повторюсь, что стоимость 5 рублей за куб это стоимость исходной воды, а стоимость по каждому населенному пункту будет варьироваться с учетом потребления воды и так далее, с учетом источника водоснабжения. Где-то вода будет подвозная, то есть небольшая составляющая транспортных расходов будет составлять и так далее. Поэтому стоимость по отдельным населенным пунктам в рамках опытной эксплуатации уже будет рассчитана. Пожалуйста, Вот дополнение коллеги, да, вот она химию хорошо это сам училась, наверное, литий говорит. А вот переписка была, не на Колувые 2 года уже, да, веду, да, они вот у нас нынче, грубо сказать, юбилей, в 1974 году, как вы знаете, Киргизстан подземный, а 24 августа вот, будет 41 год Каратон. Почти это юбилейные даты, грубо сказать. Скорбные явления. Вот такой вопрос. Кроме лития, вот это сказали, группа Вилюйских районов. Группа Вилюйских районов это начинается Вилюйский, Верховилюйский, Нюрбинский, Сунтарский, да? Это уроженец Нюрбинского района. Вы говорите, мы провели испытание. В каком конкретном лусе? Вы провели в Сунтарском, Минском районе, да? А вот этот подземный, Верховилюйском, ну, подземные ядерные, мирные ядерные это взрывы были на реке Марка, чтобы вы все знали. Значит, с Марки не только литий, устронций, цезий, талий, илий, да, должны все брать. 2016 года кто-то приказал Минэкологии не брать, не информировать население Нюрбинского района, чтобы не будоражить, как у нас говорит глава Нюрбинского района Иннокентьев, то устронций, цезий, талий, илий, литий не берете. Почему? И вы, уважаемые ЖКХ, да, на всеобщее обозрение, обсуждение надо. Вот это, говорите, станции мы провели где-то в Верхоневилюйском лусе, да? Надо Малыкай ставить, провести вот эту свою станцию, которую планируют на 24 населенных пунктах ставить. Протокол внесите и ответьте тоже, Минэкология, насчет устройства
Видите, Понятно, ага, пожалуйста. Мы в Нюрнбергском районе в текущем году устанавливаем станцию 50 кубов в селе Квиндядя Нюрнбергского района. Поэтому я думаю, вас непосредственно пригласим на открытие и воочию посмотрим специфику работы станции, технологии и так далее. Не, я так понял, что в их программу махинский курс не входит, да? Правильно я понял? не входит. Надо Надо внести. Да, вот это 2-миллиардная программа, Да, которая... входит у нас где-то примерно из республиканской программы у нас 523 миллиона. Это на На Махинский наш курс. Нюрнбергский район. А Махинский курс там есть? Махинский курс тоже 4 этапа, но основные приоритетные направления вот на последующие 19-20 годы стоит Махинский курс. Если Тепло Махинский... молока с этого года у нас примерно смотрим сумма 15 миллионов рублей. Если Махинский курс входит, тогда совершенно Конечно, правильно он говорит. Приоритетное направление сперва Махинский Ну, курс. нет, это понятно. Я имею в виду, он тогда совершенно правильно вопрос ставит, потому что там именно по Махинскому курсу надо вот по этим стронцам, там, Конечно, мы литиям согласны, и но, так далее, Юрий Николаевич, анализы делать. мне кажется, голословно тоже говорить не надо. Не, Про понятно. главу района, да, по тяжелым металлам таких высказываний всего стороны не было. Я как заместитель главы района по этому направлению, Хорошо, я скажу. работаю. Вы и все официальных услышите, информаций общественность нет. республики. На чистую воду выделено с района 2,5 миллиона Мы только сами всего. живем в Юрбинском, 2,5 миллиона только выделено в этом году. Поэтому Александр, давайте Ладно, понятно. Да. Всё, спасибо. Тогда мы в протокол записываем, что именно по Махинскому курсу мы рекомендуем, второй год работаем с институтом прикладной экологии. В этом Определиться. году, именно в вот по этим текущем делам, летний да. период у нас Определиться с уже технологией. проводятся экспедиции, Да, вот да, даже очистные сооружения. финансового По института. улавливанию Это уже именно как бы тяжелых металлов. непосредственно именно по радионуклидов. финансированию нашего муниципального бюджета. Не, мы это все хорошо понимаем. Мы Ну, просто вот в поэтому, рекомендации Юрий включим. Николаевич, высказывания. В рекомендации включим, чтобы именно по Махинскому курсу они учитывали то, что там произошли ядерные взрывы, именно по этим делам, чтобы анализы как бы делали. Да, правильно? Есть еще вопросы на ЗКХ, пожалуйста? Пожалуйста, по области. Насчет тарифа, насчет питьевой воды Юрьевских улусов, когда было загрязнение и когда были протокола, люди все равно оплачивали по установленному тарифу по питьевой воде, которая от ЖКХ идет. И они как бы так же платили, как было, и плюс к тому же еще они дополнительно покупали чистую воду. Им никто это до сих пор не возместил, никто это не считал, сколько людей потратилось, какая семья, сколько денег, и до сих пор это все так и стоит. А с вашей стороны вы же можете изменить эти тарифы с РЭКом по поводу близких улусов, прибрежные улусы, и установить минимальный тариф, как техническая вода, тогда они меньше будут платить. Все равно эту воду они не пьют, эта вода не соответствует санпину, как уже было доказано всеми лабораториями, и Минэкологией, и другими независимыми лабораториями. С вашей стороны, почему не было действий по поводу снижения тарифа по питьевой воде КВС, ГВС? Я бы хотела, чтобы вы внесли это в протокол, и чтобы над этим тоже поработали. Люди никакого ущерба до сих пор не получили, а Алроса судится до сих пор, целый год судится вот из-за этих 30 тысяч, из-за этих нескольких тысяч, чтобы не платить, не отвечать за свои действия, да. До сих пор люди сами вот оплачивают вот это по этому же тарифу. И еще покупают воду, и никто Кристина, даже не оплачивает. Вопрос понял. Добавлю, что Кристина профессиональный эколог, пожалуйста. Да, у меня еще Ответьте. вот, можно еще вопрос к вам, Министерство ЖКХ, и по главу Лысовичу есть. Мы бы хотели вообще официально спросить всех глав Белюрских улусов, которые получают дотации напрямую от Алроса по 800 миллионов рублей в год. Сколько потрачено за тот год, за 2017 год и на этот год по экологическим мероприятиям, по парку чистой воды. Пожалуйста. Мы бы хотели вот именно здесь в протоколе, чтобы написали запрос по экологическим мероприятиям от Алроса, которые получают непосредственно главы. Пожалуйста. В рамках
государственное образование, а вопрос это компетенции больше, наверное, госконцерна. Ну, рекомендации, как я понял, будут, мы рассмотрим с коллегами. В части озвученных цифр по дивидендам я не уполномочен, я и не в курсе, сколько получается сейчас дивиденд. А у нас коммунальный комплекс, скажем так, поэтому есть уполномоченные финансовые органы, которые компетентны отвечать на такие вопросы. Так, у меня просьба, кстати, к выступающим всем. Ваши тезисы нам предоставьте, пожалуйста, чтобы мы могли, как бы, это, у нас была информация. Хорошо? Хорошо. Ага. Есть вопросы еще? Пожалуйста. Вот, спасибо. Нет, Ирпинского района, куда деваются дивиденды, деньги? Ну, тогда, Это мы запрос направим от общественной палаты. Официальный запрос, Да. сделаем. Пожалуйста, сейчас тогда мы по воде тему закончим. Пожалуйста, начальник управления Министерства промышленности. Пожалуйста, Андрей. Новый объект, поезд включает 4 населенных пункта, это село Кустар, село Устье, село река Минского района. На этот год предусмотрено финансирование средств владения 21 миллион. Начнем работать только в селе Кустар, то есть мы закончим полностью весь удобрение скважин, да, то есть проведение опытных работ, лабораторных исследований, да, а уже населенные пункты, которые отмечены, первый год. Кроме того, я сообщу, что нами министерство проведена работа с федеральными органами, когда мы договорились о том, что 2020 года будет новый объект по селу Техневелис, то есть только из школы работает большой объект. В 2020 году, да? Да, в этом году. Ну как, хорошо. Убедились, да, то есть, что объект важный, там нужный. Вот, планируется с этого года, но у них как бы, ограниченный бесплатно, они постепенно с 2020 года, с 2020 года, мы надеемся, начнут, то есть у них план это есть. Вот в этом году еще как бы проговоримся, у них там даст в ходе рассмотрения новых объектов на следующий год. Вот, объект будет трехлетний, там, да, с 20 по 20. Потом финансируем 29 миллионов рублей. Видите, конкретная информация, то, что по Верхневелинскому району и по Сердюкару в 2020 году работы будут. Видите, пожалуйста. Нет, весной приезжал мир, встречались? Да. А почему, знаю, что у нас такой альтернативной воды нету, в первую очередь нами не занимаемся? Вот эти, да, они согласованы с Министерством ЖКХ, то есть мы согласованы в своей работе, да, с этими программами, которые разрабатываются. Вот. В этом году у них по плану установка водочистки, станции водочистки. Да, так как они водочистку в этом году вам ставят в первую очередь, да, поэтому наши работы будут выполнены на следующий год. То есть, смотрите, мы все равно за один год мы вам не сможем цифры были скважины, не дать анализ, это не запасы. Весной говорили, вы уже прямо начинаете работать с июня месяца. Ну, программу, видите, Объект, поменялись, пытались. Трехлетие, то есть мы, ну, в связи с 3 года какие-то альтернативные варианты надо. Давайте, пусть скажет. у нас есть ограничения по полномочиям, да, у нас полномочия поиска подземных вод. То есть наша задача это повысить скважину, оценить качество там воды, оценить запасы в каком она объеме там, да. Вот уже эксплуатация скважины тоже произвести других исследований. Поэтому вот, исходя из тех денег, которые нам дали, там, да, мы как бы планируем свою работу. Вот. В любом случае, как бы мы в этом году в Дикаре, когда начали работу, мы не закончили, все равно было бы то же самое. Поэтому все Дикаре мы все на следующий год. Ну, тогда ни население, ни люди. Ну, получается. Ну, это Потому что когда Шепелев, когда работал, вы сказали, Шепелев, он
металлотоведения институт, я с ним встречалась, вы сказали, что он говорит не тот. Тот человек, который занимался этим делом, и он сказал, рабочее техническое задание у него все было готово. Мало стоит, объект допущен, то есть есть контракт, есть подрядчик, который будет это все делать. Работы начали. Ну, Андрей, я понимаю как бы позицию, потому что программу формирует не Министерство промышленности, программу формирует Министерство ЖКХ. То есть в этом году они приоритет сделали эти очистные станции, они поиск скважин, то есть деньги кинули на другое немножко. Я считаю, что это неправильное решение, потому что чистая вода все равно идет со скважины, а с реки брать это достаточно спорно. Коллеги, можно для ясности поясню? Программа была согласована с нашим Промгеологии Республики, поэтому это не наше, скажем, такое решение, что будет именно очистные сооружения. Я тоже в футбол хорошо играю, пожалуйста. Понятно было, да, у нас работа такая, что как Хорошо. Вопрос перейдем. Пожалуйста, вопрос хотят задать. Давайте Минпроминфо все-таки закончим, потом вам. А вы кому хотите? Сколько на скважинах создали, если договор... у нас полный комплекс работы, там бурение скважин, и там зарабатывают, лабораторные исследования и так далее. Это все в одном. Может быть заключено уже координация, ну как бы, Нет, контракт заключен на 4 участка, если у вас ЧЖК выпустит там дрога и вот, то есть в этом контракте там полевые работы, полностью там наземные технические, бурение скважин, лабораторные исследования и разрабатывать. госконтракт с кем именно заключен? Да, заказчик геологии, госконтракт, Сроки какие там указаны? Надежда, Мира повторяй стиль, не играла. мы заключаем договор с Ахадием Информом, узнали, да, что Светарь и потом госконтракт. на 2019 год работает только по селу. Да, то есть там более там большой объем работы. А Сюльдюка когда? Ну скажи точно, вы Да, в как-то 15-м, Да. Сюльдюка 20 начало работы, 30. 21 год. Ну вот, это тоже. Да. Это поезд только. Все в комплексе, да. Вот, пожалуйста, женщина, вы хотите спросить? Министерство промышленности. У меня вот такой вот вопрос. Представьтесь, пожалуйста. Я Горгон Дорана, общественник. Ага. У меня промышленное предприятие, вот, они же карьеры, там, кружки мира, все, они что-то открыли, например, да, вот, работают. Использованные карьеры, они когда будут закапывать и сажать? Да. Вот эту работу надо провести. Люди говорят, что они все открытые карьеры. И откуда исполнение идут, и которые вот, они вот проводят изомеры и так далее. Они говорят, очень высокие там радиационные фонд и так далее. Да? Конкретно по какому Это первый вопрос. Да? Потом еще второй вопрос по городу Якутску, например, вот говорят насчет реки Лены. Там Сахабазань загрязнила реку нашу Лену. Да?
национального, Минэкологии скорее вопрос. Ага, это второй вопрос. Вот у меня два вопроса. Показать у нас в июле была прокурорская проверка, нас привлекали в качестве специалистов. И в ходе проверки там были выведены ряд решений Роспотребнадзора. Сегодня административное дело производство находится. У нас после этого мы также проводили мониторинг, но сегодня какие-то другие меры. Там где Роспотребнадзор. именно тот орган, который смотрит, можно ли или не можно. Это вопрос к Роспотребнадзору, который сюда не пришел. Минэкология это не может знать. Ну, это немножко не их это. Насчет карьеров, группах и так далее. По рекультивации, да. По рекультивации у нас получается отдельно по общераспространенной полезности уже отдельно идет. Также у нас по институтному фонду отдельно идет. Там, если идет рекультивация, то на сегодня как бы делают проект рекультивации, после того этого проекта делают саму работу. Там идет либо, идет в основном техническая установка, надо брать зарплату, сказать деньги и так далее. Ну, рекультивация же должна входить Да. в проект сами проведения самих. Большой карьера. Регламент. Да? Не, это понятно, это очень комплексный вопрос, да. Можно я? Пожалуйста, адрес. Насчет рекультивации, отработанных карьер и так далее, по Министерству экологии я бы хотела все-таки рассмотреть вопрос по разработке плана рекультивации, которые отработаны карьеры волоса, поставить, у них узнать планы, когда собираются, и потребовать проекты. А вот Министерство промышленности, я хотела, чтобы у вас есть лицензия, вы даете лицензию, там в лицензионных условиях указаны рекультивации, и так рекультивации, какие года и так далее. Можете ли вы сделать запрос Волроса по отработанным лицензиям, которые вы подошли ее запросить, и что запрос именно по проделанным рекультивациям, и когда они собираются эти рекультивации делать. Вы же, это же ваши полномочия, вы же взяли лицензии, и именно по конкретно можете запрос отправить. Выполняются условия лицензии или нет? Карьера. Волосы не входит. Нет, у них там есть карьеры, то есть мы можем в рамках тех карьер, которые они разрабатывают именно по карьеры, нам мало и так далее. Это не алмаз. Но все равно там же есть их прилегающая территория, там, которая указана для места для сохранения рекультивации. Можно посмотреть лицензию и там запрос отправить. И Росприроднадзор, кстати, тоже они могут же такой же запрос сделать. У них есть это полномочия тоже. Это очень большой комплексный вопрос, и я не Вы думаю, сможете это... это отправить запросы? Но это надо внести, это предложение. Можете Давайте внести вернем такое? повестки дня. Александр, Нет, давай. их полномочия, в протокол мы сейчас это запишем, запрос по рекультивационному
эксплуатационным работам согласно выданным лицензиям, и Нет, вам не, отправить, ну тогда тут- вы сможете же Нет, отправить потом. Кристина, Тема вот там- ты это- подменяешь понятие. Ты имеешь в виду алмазная карьера, а он имеет в виду просто песок, понимаешь? Мы А подразумеваем... Алмаза именно они алмазы. не имеют права. Они имеют нет, Алмазом у них нет Нет. полномочий. Хотя бы Нет. А полномочий? Я про что говорю, Кристина? Ты не о том спрашиваешь, да? Это полномочия к ним не входят. Это полномочия федерального фонда. Давай, Александр, я хотел уверен. Спасибо большое. Я думаю, да, пожалуйста. Ага. Вера Павловна, у меня вопрос. Раз вот у нас река Лена и все реки нашего грунта, я хотела вопрос задать по Кабардинскому учреждению, по колонии. Как у нас обстоят дела? Ну, у нас это Минэкология, да, тогда? То нет, мы на круглом столе рассматривали, представители колонии были, вот, и они поблагодарили общественников, что вы дали сигнал. Теперь у них появились основания обратиться в вышестоящие органы за финансирование. То есть Федеральные органы. федеральные органы. Значит, они признали, Да? Да. Да. Мгм. Уже деньги на проектирование очистных сооружений предусмотрены. Пожалуйста, Так, пожалуйста. Пожалуйста. Я представлюсь, Федор Валерий Алексеевич, руководитель исполкома Всероссийского народного фронта, депутат Государственного собрания, вернее, законодательного. Я рад, что Общественная палата Народный фронт остается вместе по этой проблеме, единой позиции. Поблагодарю всех общественников, в первую очередь, Александра Витальевича, что в свое время, год назад, именно он собрал, ну, не только он, но именно было, все застучали колокола, и благодаря этому, наверное, и более ответственная власть подошла к этому вопросу. Но сегодня главное хотел услышать, это то, что кто приняло Алроса, чтобы не повторилось. Вот этого сегодня не было услышано. Но я хочу сказать, что как депутаты, как другие, наверное, присутствуют, не знаю, депутаты еще или нет, но очень важная тема, и поэтому я скажу, что Алроса будет отчитываться перед Итумером по этим вопросам. Что именно сделали? Какая договоренность есть, и сегодня я не зря пришел, вот девушка и другие предложения, я лично думаю, доведу до госсобрания, я именно что нельзя брать плату завода, я думаю, что надо возложить на Алроса вот эти расходы, которые несет вынужденно население. Вот. Но и другие, кто сегодня вопросы услышал, я думаю, мы по эти вопросы уже от имени госсобрания направим представителям Алроса. Ну, еще раз большое спасибо. Сегодня не зря мы собрались. Хотя главного мы не услышали, я повторюсь, это что именно Алроса сделала, чтобы не повторилась авария. То есть, насколько укреплены дамы, к какой категории они сейчас относятся, и так далее, и так далее, и так далее. То есть запас прочности должно быть двоекратный. Но надеюсь, что так будет в дальнейшем работа. Спасибо. Спасибо, ага. Пожалуйста, Николай Андреевич, слово. Ну, вот мы подготовили проект резолюции, поэтому я хотел бы вот чисто резолютивную часть, да, ознакомить, и туда мы добавим вот сегодняшнее предложение и сделаем резолюцию и протокол сегодняшнего круглого стола, да. Это принять к сведению информацию надзорных и контрольных органов о проделанной работе, да. Отметить, что необходимо продолжить работы по стабилизации и дальнейшему мониторингу состояния водных объектов в бассейне реки Вилюй. Активизировать работы комплексной научной экспедиции путем расширения списка блоков программы, связанных с качеством питания и качеством продукции, вопросов обеспечения технической безопасности на всех месторождениях и объектах АК «Алроса». Общественной палате Республики Саха-Якутия организовать системную работу по общественному контролю за соблюдением природоохранного и технологического законодательства на объектах АК «Алрос». Органам местного самоуправления Вилюйской группы районов совместно с общественными советами при муниципальных образованиях обеспечить проведение общественного контроля за качеством воды. АК «Алроса» обеспечить строгое соблюдение всех требований законодательства в сфере природопользования и экологии, полное и своевременное исполнение судебных решений. Ну, когда-нибудь, да, то есть. И вот общественники в начале сентября планируют автопробег «Экологический десант» по всем Вилюйской группе районов и муниципальный район Мирный район до села Сельдюкар, да, со 2 сентября по 9 сентября.
И здесь мы просим органы местного самоуправления, администрацию муниципального района, Мирнинский район, АК «Алроса» оказать содействие проведения данного автопробега. То есть у нас опыт есть. В январе общественники выезжали в Мирный, Сельдюкар, «Алроса» их принимала, объекты показывала. И в сентябре прошлого года тоже, когда Владислав Петрович ездил с Алексеем Баслаевым, тоже с «Алросой» конструктивно отработали. Да, мы надеемся, что этот момент мы отработаем. Ну и также сегодня основной вопрос это то есть решить вопрос платы по воде, да, то есть или возложить на «Алроса», или снижение тарифов на воду. Да. Ну и также от общественников поступило предложение направить запрос в ЛУСы по экологическим мероприятиям за счет дивидендов, получаемых от АК «Алроса». Да? Ну и также запросить надзорные органы и АК «Алроса» по рекультивации отработанных месторождений. Так, два уточнения, Николай Андреевич. Ага. Дополнение можно, да? Ага. Да, конечно. Если не ошибаюсь, то в течение 20, может 30 лет, да? «Алроса» отчисляла, алмазная провинция отчисляла деньги в Ильинскую группу района. Да. Деньги куда ушли? Вот эта проблема прошлого года, она скрыла ту язву, которая много лет накапливалась. Если бы эти деньги были все направлены на, будем говорить, решение экологических проблем, в частности, обеспечение чистой воды Ильинского района, то такой острой проблемы, как сегодня, наверняка бы не стояла. Это огромные деньги, куда они ушли? И поэтому я дополнение хочу, включить в муниципальном образовании, или отчитать, или показать, куда ушли эти деньги. Потом, проблема не только с водой. Это и особо охраняемые природные территории, это и земельные ресурсы, это лесные ресурсы, это охрана животного мира, растительного мира. Проблем-то много, не только с водой. И поэтому эти деньги должны были себе направлены идти куда-то, что-то делать. И смотрите, по Вилюйской группе районов нету ни одного хорошего, нормального летнего лагеря для того, чтобы дети летом отдыхали, изучали экологию. Нету ни одного нормального, будем говорить, визит-центра, образовательных учреждений, дополнительных школьных. Вообще ничего нет. Куда ушли эти деньги? И пора наверняка спросить депутата Тумусова, будучи депутатом от Вилюйской группы района, он же курировал эти вопросы. САПИ. Куда ушли деньги САПИ? Я с Тумусовым сделал Он, будущее поколение, тоже куда дели деньги? Да, абсолютно мы только сейчас начинаем это ЖКХ, Министерство экологии, Министерство промышленности. Ваше предложение какое? Кроме Чтобы они отчитались. Хотя бы за последние 5 лет. А они это кто? Муниципальное образование. Алмазной провинции. Здесь, согласно положению о дивидендах, 90% этих средств направляются на эти, как называется, проекты, на строительство, на инвестиционные проекты. Где-то менее 10% только используется для экологии и других целей. Да. Это изначально положение о дивидендах составлено таким образом, Надо спрашивать про власти. Уважаемые товарищи, немножко мы не ту степь пошли, давайте. Пожалуйста. Да, включите, Пожалуйста, предложение. протокол о дополнительном исследовании Вилюйской группы по онкозаболеваниям. Срок 19-20 год, а не 25 какой-то год. Потому что у нас в Вилюйских группах часто по интернету Есть указ президента, есть там научная... Указы главы это есть. Нет, чтобы они именно с 19 года начали работать. Нет, Кристина, это и есть в указе. Зачем говорить одно и то же? Есть Андрей Матвей Накетич, который руководит Но это этой 24 экспедицией. года, она с этого года начинает. Почему 24, 19, 20 год? Надо Вы же не знаете, завершать. говорите, Чувствую, то, народ что не устал. знаете. 19, 20 год.
Пожалуйста. Где финансирование онкозаболеваний? Где финансирование? Они все просят в интернете деньги. Давайте поможем вот такой-то семье, там онкозаболевания. А Алроса почему не помогает вот таким семьям? Людям, Не будет помогать. Насчет пожаров. Почему Кто? все тушат? Ой, Давайте по пожарам. Пожалуйста. Александр, Давайте не в ту цифру пошли. про пожары мы проведем отдельно. У нас запланировано в плане работы по итогам пожароопасного сезона. Вы слишком А мы сделаем выводы и предложения. Именно по итогам. Представьте, пожалуйста. Когда это будет? Осенью. Когда все потухнет. Когда зима наступит? Будущих поколений, я заместитель генерального директора, вот девушка Кристина. Да? Сегодня сейчас после поставил вопрос, и я понял, что пора выступить. Да? Так, ну вот та программа, которую вот представитель Министерства ЖКХ сегодня очень подробно изложил. Так, вот там часть финансирования идет за счет средств роста через наш фонд. Это 150 миллионов в год. Деньги 2019 года 150 миллионов нам поступили. Мы сегодня активно работаем на их освоение. Сегодня у нас законтрактовано примерно 144 миллиона. Кстати, то есть работа идет. Этот год мы явно готовы. Причем это за счет только 2019 года. А на самом деле мы законтрактовали на 270 миллионов. Вот то, что Валентин Константинович рассказал про эти 14 очистных сооружений, да, на самом деле вот это очень, так скажем, сложнейшая работа была проведена, потому что средства не позволяли в этом году полностью 14 групп и поставить. Стоит это вот 270 миллионов. Понимаете? Этих средств нет. Вопрос дает 150, бюджет пока не дает. И вот, значит, мы все-таки добились того, что вот нашли подрядчика, который сегодня все эти 14 собственные средства поставили, а мы потом в следующем году их оплатим. Вот. Поэтому у нас законтрактовано сегодня свыше 230 миллионов. Поэтому я считаю, что проделана очень большая работа, и все-таки большие таблички есть. Ну, жаль, что без конкурса. Почему без конкурса? Все за конкурсной основой. Абсолютно это чисто, прозрачно, можете в наш сайт зайти. Методы проверили? Эту станцию. Но мы этими вопросами не занимаемся, мы финансируем только. Так? Теперь, значит, вот... Показуха занимается. Кто-то контролирует, да, вашу деятельность? Конечно, Кто контролирует? Так, теперь, значит, вот возникли вопросы по научным исследованиям, да? Сегодня, значит, подготовлено трехстороннее соглашение между правительством, компанией Алроса и фондом будущих поколений о том, что будут финансироваться научные работы именно вот по Вилюйскому группе районов. Составлена программа Академии наук, составлена программа, и сегодня вот это соглашение на стадии подписания. На какую сумму? Стоить будет все 138 миллионов. А что так мало? Было 300 же миллионов. 138 миллионов. Начало какой год? Начало год 19 и до 23 года. Просто мы в контакте с вице-президентом Академии наук, и он про это совершенно не слышал. Это все разрабатывалось совершенно, как говорят, со всеми согласовано, со всеми принято, изучено, и эта программа утверждена Академией наук. Вот, может, спрашиваете, что стоит. Сколько денег выделено на программы? Пока еще не выделено, пока соглашение на стадии подписания. 139 миллионов. 138 миллионов. Это на 3 года. Слушайте. Да. 19-23 год. А, то есть на 4 года, да? Да. А ранее вы Эта проводили информация такие вам исследования, спросила. можно спросить? Да? А ранее вы финансировали такие вот исследования? Да. Есть еще вопросы, выступления, пожалуйста. Все, спасибо большое. Все, спасибо за работу. Спасибо.